Аӡәырҩы ирҳәоит Урыстәылатәи аҵараиурҭақәа рҭалара дараӡа ицәгьоуп ҳәа аԥышәарақәа рыҭиран, ауадаҩрақәа рацәаны иус цәырҵуеит ҳәа, аха уи еилукаарц азыҳәан астудентцәа ура дшыжәароуп. Ҳара ари аус даҽакала ҳазнеит. Иахьатәи адырраҭара Аԥсны ар рзаҳкит, Урыстәылатәи реиҳау арратҵараиурҭақәа ирылган арахь ихынҳәыз аҿар. Скажите, как вас зовут, имя, фамилия, где вы родились, выросли? Меня зовут Колубая Андрей Альгорикович. Я родился здесь, в Сухуми, живу в Сухуми. Вот, и Сколько вас в семье человек? в семье нас, в общем, с родителями 5. 3 брата нас, и отец, и мать. Вы старше? Я старший, средний брат, тоже, кстати, учится в военном вузе, в танковом вузе в Омске. Тоже вот, да, будущий офицер Вооруженных сил Республики Абхазии. Да, я учился в военно-космической академии имени Александра Федоровича Можайского в Санкт-Петербурге. Вот, закончил с отличием в этом году, диплом защитил и приехал квалифицированным специалистом служить в наших войсках. Андрей, в первую очередь я вас поздравляю от Спасибо всей большое. души. Расскажите, мне тяжело было поступать, и вы в Питере учились, ваш Да. брат учится в Омске. Как это Да. произошло? Как вы выбирали? Ну, изначально было тяжело, это я не отрицаю, всегда начинать тяжело, но справился. Год было тяжело, а потом уже потихоньку привык к этой военной жизни, так сказать, курсантской, и свыкся. Вот. Вы сами выбирали, куда поступать? Ну, если честно, изначально я хотел поступить в военно-медицинскую академию, но так как там не было мест, к сожалению, и я решил выбрать военно-космическую академию. Я посмотрел, про нее узнал, так как она является почти ведущей политехнической академией в России. Вот я думал, попытаюсь туда. Вот и поступил. А почему именно Питер? Или вы как бы изначально хотели учиться именно в Санкт-Петербурге? Нет, я все анализировал по списку городов, которые дало Министерство обороны, и подумал, что мне по душе будет Петербург, и выбрал Санкт-Петербург. Поступление мое проходило так, я подал заявку в Министерство обороны, рапорт написал о желании учиться в военно-космической академии. Дальше я прошел все экзамены, прошел курс молодого бойца, принял присягу. При поступлении ничего не оплачивал, так как это Министерство обороны все оплачивает, всю учебу и тому подобное. Помогать помогли, наверное, родители. Больше не на ком мне говорить, потому что отец мне посоветовал стать военным, и я решил, думаю, попробую. Не тяжело было для ваших родителей? Вы учились в Питере, ваш брат учится в Омске. Тяжело, конечно. Вообще первое время очень тяжело было, особенно маме. А сейчас уже свыкла, все нормально, все хорошо. Андрей, а младший брат? Младший брат, он учится в Белгороде на землеустройство и кадастре. Тоже в Белгороде учится. Один в Питере, Да, один в Омске, один в другой Белгороде. в Да. Белгороде. Но изначально они все хотели в мою академию попасть, но они, к сожалению, не прошли, баллов нужных не набрали, и уже им дали выбор в определенной академии. А младший брат решил вообще в гражданский вуз пойти. Экзамены у нас были, честно, сейчас вам скажу, географию мы сдавали, математику сдавали, историю Абхазии сдавали, и, само собой, физическую подготовку сдавали. Самое сложное, я считаю, что была физическая подготовка, потому что тот уровень, который надо было здесь сдавать, количество баллов, которые нужно было набрать, не все смогут сдать, так сказать, физическую подготовку. Вы говорите о физической подготовке. Вы знали, что вы поступите в Питер, в Санкт-Петербург. Да. Вы проходили здесь курс молодого бойца. Но все же, почему не было такой подготовки? Почему именно... Такой подготовки, так как я со школы сюда поступил.
То есть я закончил 11 класс, и здесь я уже проходил курс молодого бойца и тому подобное. И вот эту физическую нагрузку, грубо говоря, до школы нигде такую не испытывал, как в вооруженных силах. Вот. И поэтому для меня было изначально так чуть тяжеловато, но потом со временем освоился. Хорошо. У меня к вам такой вопрос. Почему не здесь? Почему именно Санкт-Петербург? Был ли у вас выбор поступить здесь или же поступить за границей? Почему так? Ну, изначально я хотел здесь отучиться, но собирал документы я, если честно, изначально для того, чтобы учиться здесь в АГУ. Вот. Но по совету отца, как я уже сказал, я выбрал военную академию и уже начал выбирать перечень академий, которые предлагало Министерство обороны. Вот, и решил все-таки туда. Ну почему не здесь, допустим, военное училище? Ну вот, нас собрали здесь в Минобороне, вот когда я пришел. И вот я сюда приходил вместе со своим одноклассником. Мой одноклассник как раз остался здесь в СВОКу, а я выбрал в Российскую Федерацию учиться. Вот нас здесь собрали и сказали, какие нужны специалисты, зачем нас туда отправляют, что нас ждет, какими мы оттуда выйдем, что нужно нашей республике. И вот и я решил, думаю, попытать удачу и поступить в Российскую Федерацию, так как те специальности, которые есть там, здесь таких специальностей нет, и таких специалистов нету, к сожалению. И вы считаете, что все-таки специалистов там больше, и они действительно квалифицированные мастера своего дела? Ну да, там немало специалистов, но я имею в виду то, что там есть такие виды войск, такие виды специальностей, которые нету в нашей республике. Вот. И для этого мы там учимся, чтобы принести оттуда знания и использовать здесь в наших вооруженных силах. По вашим словам, вы здесь будете уже продолжать, да. По своей Да. профессии. Какие у вас планы в дальнейшем? Вот как раз завтра у меня будет экзаменационная комиссия, и вот завтра уже будем решать, куда меня направят, куда скажут пойти, вот и с этого буду уже отталкиваться. А что бы хотели вы? Что хотел бы я? Честно, я прям такой определенной цели, прям стопроцентной не имею, просто первую задачу выполнил, отучился. Сейчас осталось уже в войсках определиться, где мне остаться, где служить, продолжать свою карьеру в вооруженных силах. Спасибо, Андрей. Расскажите историю медали, которые висят у вас на груди. Так, вот эту медаль мне дали в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это давали всем старшим национальной группы военно-космической академии. Вот, данную медаль я получил за патриотическое воспитание личного состава, так как я был командиром взвода там в академии, то есть старшиной курса. Вот, все иностранцы, и меня назначили старшиной. И, как сказать, я работал с личным составом, и за патриотическое воспитание мне дали эту медаль. Эта медаль – это за отличное окончание вуза, золотой медаль. Я вас поняла. Вы сказали старшиной группы, да? Да, Правильно ну, я то есть, озвучиваю? так, А по каким критериям выбирали старшину? Самый главный критерий – это знание русского языка, так как там нужно работать, все работают на русском языке, так как это вуз Российской Федерации. И дисциплинированность, умение правильно выполнять команды, то есть правильно управлять личным составом, психологически быть устойчивым, так сказать. Вот, и по этим критериям выбирали, так сказать, и меня выбрали. А это по какое время, получается, вы были старшим? Это с первого курса? Нет, со второго курса по 5-й курс. 3 года. Также в академии мы участвовали в творческой жизни академии. У нас был свой ансамбль в Академии народных танцев Абхазии. Вот, на разных конкурсах, разных мероприятиях по городу. Мы принимали участие, представляли нашу республику. Также под руководством Абхазо-Абазинского конгресса был создан Абхазо-Абазинский ансамбль «Абаза».
вот, где наши товарищи вместе с всеми желающими, кто хочет научиться танцевать наши народные танцы и абазин. Вот, и они ходят, учатся, танцуют. Вот, и в этом ансамбле мы тоже принимали, что были одними из, так сказать, создателей. Тар Байсмет, Лако Баутар тоже они оканчивали нашу академию, сейчас тоже работают здесь, в республике у нас. Вот они одни из создателей нашего ансамбля были с помощью, конечно, Кана Таня, председателя Абхазио-Абазинского конгресса в Санкт-Петербурге. Вот, и, честно, там наши нормально представляют нашу республику, очень достойно, за что им большое спасибо и большой поклон. Вы участвовали в творческой жизни, значит, мы можем отметить, что вы хорошо танцуете. Да. Если честно, я в детстве здесь танцевал, в Доме юношества. Учился я где-то годика 3, танцевал всего лишь, но в основном научился я там танцевать. Научил меня Тар Байсмет. Он учился и танцевал в Гагре. Вот, он танцевал где-то лет 9, если я не ошибаюсь. И вот все танцы, все движения, то, что я знаю, научил он меня. Фышықәса инареиҳаны Урыстәыла аҵара зҵо аԥсуаа рзы арахь ахынҳәра мариамзар ҟалап, избанзар ари аамҭа иалагӡаны рыԥсҭазаара аҽаԥсахуеит, аҩызцәа рацәаны идырҳауеит. Ус шакәагьы рԥышәарақәа ҭины, рҵара хыркәшан Аԥсныҟа иаауеит. Избанзар ирҭахуп Аԥсны азыҳәан иреиӷьу аусқәа нарыгӡаларц, рзанааҭла араҟа аус иацырҵаларц. После окончания школы я поступил в Сочинский университет, после чего, так скажем, мне не понравилось само обучение. Я решил попробовать себя в другом деле, в военном деле, после того, как посоветовался со своими родственниками. Хорошо. В Сочи по какой специальности вы учились, в каком университете? В Сочи я учился по специальности с компьютерной техникой, а вот дальше уже решил то, что военная служба и армия мне подходит больше. Перед тем, как вы выбрали поступить в Сочинский университет, почему не решили поступить здесь, в АГУ? На то время я периодически выезжал в Сочи, жил там, возвращался, и было неудобно ездить туда-обратно. Из-за этого выбрал Сочи. Хорошо. Расскажите про вуз, в котором вы учились, который окончили и приехали. Кстати, мы вас поздравляем. Спасибо большое. Вуз, который я выбрал, мне с советом помог мой дядя, герой Абхазии, Геннадий Моргания. После разговора с ним я твердо решил, что стоит обратиться в наше Министерство обороны, после чего мне дали выбор, и я выбрал десантное училище. У меня было несколько выборов, но исходя из того, что было, так скажем, я выбрал именно десантное. В десантном училище нас отправили тогда 4 человека. И нас было 2 на одной специальности и 2 на второй. 2 разные территории одного училища. Моя основная специальность – это связь. Но так как мы в десантном училище, это применение специальной связи в воздушно-десантных войсках. Основную практическую часть мы проходили на технике связи. Также были курсы стрельб, вождения, прыжки с парашютом.
первый ваш прыжок, насколько вам запомнился и было ли страшно? Я прыгал 19 раз, из них были прыжки с военно-транспортной авиации Ил-76, также Ми-8 и Ан-2. Самый первый прыжок запомнился не очень хорошо, потому что было много волнений, еще ничего не понимали, но вот второй прыжок был прям очень бодрящим. Сомнения, конечно, были. Я не знаю такого человека, который бы не боялся прыгать с парашютом. Но когда за тобой твои товарищи, твои офицеры, и ты как не должен опозорить свою страну, уже выхода нет. Все только вперед. Да, на самом деле вот у нас был наш специальный факультет, на котором училось больше 18 стран. Я так скажу, что вот у нас, как десантное братство, за наше училище могу сказать, что все были очень дружные, много с кем мы находили общий язык, также и с офицерами. Офицеры все были у нас понимающие, все проблемы решались всегда мирным путем. Хорошо. А с Грузией были студенты? Нет, с Грузией студентов не было. Вообще в ВУЗе не было студентов? Не было, да. По своей специальности сможете ли здесь устроиться на работу? На данном этапе я очень хотел бы, чтобы в Абхазии развивались десантные войска. И если такое будет, я с удовольствием буду служить своей родине, вооруженным силам. Будем ждать, надеяться. Камила Кишмария бхариадыра тарабаху бшуазар и быдах нахалыт. Камила айгуа пушара квази кучиарала и тыны апсныка дайт. Камила таачараджа зик хаким чоку брязы ханоб ларги ари азанат залалхыз. Я училась в военно-медицинской академии, я закончила ее в этом году. И узнала вообще я об этой академии от своего друга. Он как раз старше меня на несколько лет. И я вообще с детства хотела стать врачом. Это как-то на подсознательном уровне отложилось. Я даже не знаю, с чем это связано. Возможно, с тем, что у меня в родне очень много врачей. В первую очередь моя мама, моя тетя. И как-то так отложилось, что я тоже захотела стать врачом. Но это ведь не просто врач, это военный врач. В чем отличие? Отличие военного врача от обычного врача заключается в том, что военный врач, он должен именно бойца привести очень быстро в боеспособное, так сказать, состояние. Вот. А обычный врач, он как бы может лечить постепенно. У вас, как я понимаю, была практика, сильная практика, это в российских вузах в обязательном порядке. Расскажите, в чем вы принимали участие?
А на самом деле военно-медицинская академия, она поэтому считается лучшей, потому что там очень много практики, то есть больше, чем в любом другом медицинском вузе. Нас отправляли на различные очаги. Вот у нас было Красное Село, то есть мы собирались курсом, можно сказать, даже всей академии. У нас были недели целые на это. И там нам рассказывали, показывали, как вообще в принципе оказывается медицинская помощь в мирное время и также в военное время, то есть все звенья. А сами вы оказывали эту помощь? Допустим, там кого-то зашивали, кого-то резали, я не знаю. Было такое? Да, мы с 3-го курса примерно участвовали в операциях, то есть мы ассистировали. И вот на 3-м курсе мы сами проводили операцию, это было на кролике. На кролик. Вот на нашем курсе было очень много разных наций, то есть были и белорусы, и казахи, и кыргызы, и там было даже дальнее зарубежье, Ангола, Йемен, Вьетнам, Иордания и, конечно, Южная Осетия. Вот с Южной Осетией мы очень близко ладили, то есть, наверное, из-за того, что менталитет схожий вообще, как говорится, братья осетины, мы как-то больше находили что-то общее, что-то родственное в этом. А грузины были? Грузины, они учились в нашей академии, но они учились не на моем факультете, и я особо не сталкивалась с ними. То есть вы не были с ними знакомы? Нет. Хорошо, вы окончили, приехали. По какой специальности теперь будете работать? По специальности лучевая диагностика. Она не так развита у нас в Абхазии, поэтому я хочу именно это направление развивать, так как нету врачей именно там по МРТ, например, потому что это очень важно на самом деле. И хочется поднять именно уровень в этом направлении. Когда вы поступали, вы уже знали, чем будете заниматься в Абхазии? То есть в каком направлении именно и что будете развивать? За 6 курсов я поменяла мнение очень много раз. 5-6, наверное, точно. Так что это к концу уже 6-го курса я определилась. Может, вы еще раз свое мнение поменяете? Я думаю, что нет. Хатырскотери хопштра, ша хопшла абснар, бхакайф зипшуб дарадza айнтерес цо атема косара абзерас ша шас хет хайкшап яйва. Хадыра траджам.